вечер, дорогие гости! Сегодня перед вами выступит женский старообрядческий хор «Амфор». Участницы хора – это девушки из разных старообрядческих приходов от Сибири до Москвы. Они собираются вместе и совершенствуются в певческом искусстве. Знаменное пение пришло на Русь из Византии вместе с христианской верой. Называется оно так, потому что записывается специальными знаменами, крюками. Старообрядцы сохранили традицию знаменного пения. Ирмасы и стихеры, которые вы сегодня услышите, звучат на службе. Предлагаем вам сегодня послушать старинное пение, которое призвано смягчать человеческую душу и призывать ее к Богу. Приглашается женский хор «Амфор» с концертной программой «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». «Всяко дыхание да хвалит Господа», кратко и емко сказал царь Давыд. Следуя этим словам, начнем выступление с припевов преподобного Григория Синаита, в которых вся тварь, видимая и невидимая, славит единого Бога в Троице, вся премудростью сотворившего. Богу
и славить Его – естественное состояние любого творения Божия. Хвала Богу – это признание Его величия, мудрости, доброты и любви. И это признание красиво облечено в слова Ирмаса из канона Рождеству Богородицы, который вы сейчас услышите. Восхвалив Бога, обратим мысленный взор к Богородице, соединившей земное с небесными. Через нее исполнилось пророчество Исаии, и было положено начало нашему спасению. Иоанн Дамаскин называет Богородицу всемирной славой, словами «Дерзайте, уба, дерзайте, люди Божии». Иоанн Дамаскин ярко призывает нас не бояться никаких жизненных невзгод, а довериться во всем всесильному Господу. Небесную
тексте этого хора мы видим красоту и силу единения, которая возможна только в любви. Все, что начальник над всеми ангелами, архистратик Михаил. Он проявил свою верность Создателю во время бунта Деницы, то есть дьявола. До падения Деница был более всего приближен к Богу, но за свою гордыню был низвергнут с неба архистратигом Михаилом. О, Сеньор!
непрестанно славят Его. Они побеждают бесов, они пребывают в купе и полны любви. Но Богородица, поистине побеждающая уставы естества, выше Херувим и честнее, славнее Серафим. И мы, по милости Своей, она не оставит нас по вся дни, являясь нашей заступницей и ходатайцей перед Богом. Пресвятая Богородица сказала апостолам: «Радуйтесь, я с вами по вся дни». Сегодня мы почитаем Пречистую Матерь. Вознесенная на небеса, она остается нашим покровом и утешением. Вчера мы праздновали воздвижение честного креста Господня. Мы прославляем оружие казни, которое стало оружием нашего спасения. На кресте добровольно принял смерть Сын Божий, преобразовав орудие смерти в символ победы. Церковь
свободной части древнерусского и старообрядческого певческого искусства, но искусства вне богослужебного, к духовным стихам. Духовные стихи – это богатая сокровищница духовного творчества русского народа. Источниками вдохновения для них служит церковная жизнь, службы, на которых звучат слова Евангелия, псалтыри, канонов и стихир, события церковной истории, жития святых, собственный молитвенный опыт. Духовные стихи мы поем в быту, во время труда и отдыха, в дальней и близкой дороге, за праздничным столом, вечером у костра, когда душа просит выражения в звуке. В духовных стихах поется о радости и горести, о покаянии, о смерти и вечной жизни, о стремлении души к Господу. Что ты спишь, душа моя, непробудным крепким сном? Проспишь, душа моя, царствие Духовный стих «Цветочек». Где цветочек тот прекрасный, что долину украшал? Дунул ветер и ненастье, и цветок, увы, завял.
возлюбленный Богом братцы. Не унывай, душа моя, уповай, уповай на Господа, на пречистую Матерь Божию,
Пусть Господь укрепляет вас в вашей вере. Сердечно благодарим вас за гостеприимство на этой прекрасной Валаамской земле. Спаси Христос за то, что мы имеем возможность здесь спеть. Мы увозим с собой тепло ваших сердец и красоту этих мест. Благодарим вас.